Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, скорее всего, я не буду говорить по существу дела, поскольку даже в выступлении не нашлось, что сказать по существу этого дела, и я даже пытаться, наверное, не стану. Здесь сегодня много рамковые, происходящие с репрессиями советского периода, сталинского периода. И мне же, как историку, который профессионально занимался этой темой, тоже бросается в глаза некоторое сходство. Хотела бы сказать именно об этом. Это абсолютное неуважение к судебной власти. То есть многие называли это дело абсурдным, многие называли его высосанным из пальца, не понимали, как такое может быть, как могут быть такие доказательства представлены в суде. Но мне совершенно очевидно, откуда взяты эти лекала. А в тот вечер, когда меня задержали, это было в июле 2019 года, задерживали меня сотрудники ЦПР, ПСКФО, насколько я помню, оперативники, и привезли меня в Нальчик, в здание ЦПР. И любыми способами они пытались меня как-то разговорить, чтобы я начала говорить без адвоката, предлагали просто поговорить по душам, и что ничего такого нет. Играли злых добрых полицейских. А злые полицейские спрашивали у меня, знаю ли я Хампоева Тимура. Да, конечно, я слышала о Тимуре Хампоеве, который вместе со своими подельниками был в то время уже арестован и осужден за пытки, убийства и вымогательства. Это один из бывших начальников Центра противодействия экстремизму по республике Ингушетия. Я сказала, да, конечно, я слышала о Хампоеве. И они говорили, вот мы тоже такие же тимуровцы. Я спросила, означает ли это, что они угрожают мне пытками, таким образом, намекая, что они тимуровцы. На что они, конечно, ответили, нет, ты неправильно нас поняла и все такое. Были добрые ЦПРшники, представители кавказских национальностей, которые говорили мне, ну ты же наша сестра, мусульманка, мы не хотим тебя отдавать в руки этих русских следаков. Я, правда, так и не поняла, почему они считали, что они чем-то лучше этих самых, в кавычках, русских следаков. И вот красной нитью в речах и тех, и других звучало неуважение именно к суду. Они мне говорят, ты не надейся на суд. Тебя никто не отпустит домой, тебя никто никогда не оправдает. Судьи у нас на крючке. Они всегда выполнят то, что им укажут. Я не верила на тот момент. Вообще, мне казалось это абсурдным, за что меня арестовывают. Поскольку я тогда была уверена в этом и сейчас, что я ничего противозаконного не совершала. И мне предлагали вспомнить события тех дней, так как это было угодно господам следователям. Я спрашивала, предлагают ли они мне оговорить себя. Мне говорили, нет, ни в коем случае. Тогда они предлагают мне оговорить других. Вы не сказали бы это таким словом, оговорить. Просто ты должна вспомнить вот так, как нужно. Как я не напрягала свою память, вспомнить так, как нужно, мне не удалось. Попытки эти продолжались до 12 ночи, и, видимо, уже наступал следующий день, и нужно было оформить арест в этот день. И пригласили госзащитника, и, наконец, меня задержали официально. Хотя я сразу же, где-то в 6 часов, когда меня задержали на посту, заявила о том, что прошу пригласить своего адвоката, и передала данные, и все такое. Таким образом происходило такое психологическое давление. Мне говорили, что ваши мужчины уже сотрудничают, что ты геройствуешь здесь, твое геройство никому не нужно, все уже дают нужные показания и все такое. Я так и поняла, кто давал какие нужные показания, когда в ходе следствия они так нигде и не выплыли, эти показания. И вот через 3 дня, если не ошибаюсь, был первый суд по избранию мне меры пресечения.
присутствующие здесь, Фатима Билан, не дадут соврать. Я тогда не понимала, что это несколько необычно для такого процесса, да, потому что впоследствии судьи выходили через 5 минут из совещательной комнаты, говорили, все, арест продлевается, до свидания. А судья Суровцева, помню ее фамилию до сих пор, других всех не запомнила последующих, провела в совещательной комнате 3 часа. А мне до сих пор хочется верить, что она эти 3 часа там вела борьбу со своей совестью, или же с теми людьми, которые говорили, что меня непременно нужно арестовать, нельзя оставлять на свободе. Но тем не менее, через 3 часа она тоже вышла и сказала, что вот на основании того злосчастной экспертизы, которую провел этот эксперт, недоэксперт, вернее, торгово-промышленной палаты Чеченской Республики, который решил, что я кого-то там к чему-то побуждала. Единственное, на основании этого документа было признано, что я, значит, совершила какое-то преступление, и меня непременно нужно арестовать, я являюсь общественно опасным. Ну, а потом вот этих арестов, продлений было куча, и об абсурдности их, и то, что этот один документ переходил из раза в раз, и ничего не добавлялось, ничего не менялось, об этом даже и говорить не стоит. Таким образом, уже 2,5 года мы в тюрьме, и в этой тюрьме я тоже вижу, как постоянно нарушаются законы. Постоянно нарушаются законы, и я сейчас все-таки хотела бы поговорить о тех условиях, в которых мы существовали, хотя не любят жаловаться и все такое, но я обещала своим сокамерницам, что хотя бы здесь это скажу, тем более здесь присутствуют и представители прокуратуры, и представители уполномоченного по правам человека по Ставропольскому краю, как я понимаю. Когда мы вначале переехали в Пятигорск, я попала в камеру, она где-то 28 квадратов, там находилось 12 человек. Есть нормы российского законодательства, по которым в СИЗО 4 квадрата на человека должно быть. Ну, можете посчитать, да, 28 на 12 поделить, и сколько там оставалось. Не было ни горячей воды, не было холодильника, которые, опять же, по нормам законодательства российского положены в этих местах заключения свободы. Потом горячая вода появилась после того, как уже мы стали об этом говорить, жаловаться. Я провела 8 месяцев в этой камере. Меня перевели в другую камеру, где находилась женщина с ребенком. Ребенку на тот момент было почти 11 месяцев, и он родился фактически в тюрьме, в СИЗО. То есть всю свою жизнь он провел в этой камере. Такие камеры предполагают улучшенные условия содержания. То есть там должна быть стиральная машина, утюг, гладилка, сушилка, ковер, там, приличная кроватка, чтобы этот ребенок рос в каких-то приличных условиях. Это все законы Российской Федерации, я ничего не придумываю. Но когда я пришла в эту камеру, единственное, что там было, это полчища тараканов, которые ползали по этому ребенку. Буквальным образом. Я спрашивала, я посещал кто-либо там, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека. Я уже не говорю о прокуратуре, которая там бывает каждые 2 недели, о надзорном прокуроре. Они приходили и ничего этого не видели, а уполномоченные ее не посещали. И когда после того, как я перешла в эту камеру, меня посетил, не эту женщину с ребенком, уполномоченные по правам края Ставропольского, Лесницкий, если я не ошибаюсь, фамилия, и то по просьбе Москалькова. Вот. И у меня не было никаких просьб лично для себя, но я рассказала, что вот в таких условиях растет ребенок, ему уже нужно ползать, но нет даже ковра, куда его можно было опустить и научить его ползать, а он уже 10 месяцев должен ходить, не то что ползать. И вот рассказала все такое, сидящий рядом все записывал, сказал, да, мы все сделаем, там все быстро записали, все такое. Я думала, все, через 3 дня все принесут, поставят. Через 3 дня нам милостиво разрешили самим благоустроить эту камеру. А администрация СИЗО примет от нас все, что мы купим и там поставим. Ну и это тоже меня устроило, и в первую очередь ради Всевышнего, ради этого ребенка.
те, кто находился на свободе, помогли. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто имел к этому отношение. И мы привезли, купили, все поставили в эту камеру, и ковер, и стиралку, и утюг, и все, что нужно. И хотя бы оставшиеся 2 месяца, которые этот ребенок провел там, она научилась и ходить. Ну, дальше ее судьба. Тоже печально, не знаю, почему-то судья принял решение передать ребенка под опеку, хотя до 3 лет он мог находиться. Сейчас этот ребенок в детдоме, что я тоже не могу понять всю жестокость этой системы. Вот таким образом. Сейчас же меня перевели опять как бы в старую новую камеру. Там тоже 12 человек. Ну, камера сама чуть побольше. Абсолютно. Там ледяная вода идет. Ну, нету горячей воды, идет только ледяная вода. Опять те же крысы, тараканы. Об этом вообще даже. Это уже просто наша бытность. И вот администрация СИЗО очень интересно реагирует на жалобы. Мне девочки рассказали, что когда они пожаловались, почему нет горячей воды хотя бы, к ним пришли с обыском, так называемым шмоном, простонародье, и забрали единственный кипятильник, чуть более мощный, при помощи которого они грели воду для стирки, для уборки, мытья посуды, себя, гигиенической процедуры и так далее. Заявив, что кипятильник такой мощности нельзя. То есть все свои нарушения закона, они это не видят, на это закрываются глаза. А вот кипятильник, в котором бедные женщины грели воду и стирали, его, оказывается, нельзя было, его забрали. То есть это такой посыл: не жалуйтесь, а потом еще хуже будет. И все прекрасно понимают, когда я говорила, почему вы не писали все это время жалобы, что нет горячей воды. Я знаю, что они все это время сидели без горячей воды. Они говорят: ну ты же знаешь, что будет только хуже, они придут там и заберут все, что у нас осталось. И это правда, это так и есть. И бесполезно жаловаться, и надзорную прокуратуру, и так далее, потому что все это сходит с рук, ничего не меняется. Нет ни холодильника уже из тех камер, никаких приличных условиях. Я даже боюсь представить, что происходит в мужской части, потому что они как бы никогда не жалуются, ничего не рассказывают, ничего. Но я знаю, что они, хотя бы потому что они все это время умываются этой ледяной водой, уже ничего не должно оставить от их здоровья. И таким образом вот так соблюдаются законы теми представителями, значит, государства, ФСИН, прокуратуры, которые должны этим заниматься. Так что, если здесь у кого-то есть возможность обратить на это внимание, я прошу вас обратить. И более чем странно мне еще один факт: год мы там находимся, я не видела ни одного представителя общественной наблюдательной комиссии. Ну хорошо, государственные чиновники, они привыкли к этому, но есть же общественники, которых должны волновать эти вопросы. Я их лично не видела, и, по-моему, никто из моих товарищей тоже, и мне тоже непонятно, почему, чем они занимаются. Всего лишь 2 СИЗО есть на территории Ставропольского края, это Пятигорский и Ставропольский. Если раз в год, раз в месяц они не могут его посетить и узнать проблемы, что там есть, чего нету, чего не хватает, для чего нужна такая общественная наблюдательная комиссия, можно с благодарностью распустить. Поблагодарить их за усердие. В принципе, это, наверное, все. Но слава Всевышнему, есть отличие от тех времен репрессий, которые мы сегодня сравниваем с сегодняшними. А сегодня я хочу поблагодарить всех наших друзей, наших родных и близких, которые не отказались от нас. Не отказались от нас и не лишили нас своей поддержки, несмотря ни на что. Я хочу поблагодарить весь ингушский народ, который помогал нам чем мог все эти годы. Кто-то делом, словом, намерениями, молитвами за нас. Я хочу поблагодарить всех людей, тех неравнодушных по всей России и миру, которые присылали нам письма со словами поддержки. И хочу извиниться перед ними, пользуясь случаем.
Я, наверное, была не самым лучшим респондентом, отвечала не на все письма. Если до кого-то не дошли мои ответы, я хочу попросить у них прощения. Я хочу поблагодарить поистине народное детище, общественную организацию «Неотложка», которые приезжали к нам все эти годы, кормили нас, обеспечивали всем тем, что можно сделать в тех условиях, в которых мы находились. Я не буду называть сегодня ничьих имен, не потому что мне некого называть, а просто потому что я переживаю за их безопасность. Завтра для них поддержка нас может быть оказаться какой-нибудь статьей или пунктом обвинения, поэтому не буду называть отдельных имен. Хочу поблагодарить свою семью, которая была терпелива все эти годы и поддерживала меня и нас всеми доступными средствами. Хочу поблагодарить СМИ, тех, кто освещал этот процесс, отдельно и Дашу, и Алену, которые были с нами все это время. Несмотря на давление, которое они испытывают, их организации обозвали иноагентами, и кем угодно, и все им это приходится переживать, но тем не менее они с нами, они не боятся еще говорить правду. Я хочу поблагодарить наших адвокатов, общественных защитников, всю эту интернациональную команду, в которой есть разные люди. Это чеченцы, карачаевцы, кабардинцы, ингуши, русские. Вот эта команда сегодня показывает, что нет национальных, межнациональных проблем. Все эти годы вы сражались за нас на пределе сил, не опускали руки, несмотря на то, что все неудачи этих лет, каждый раз, когда вы надеялись, что меру пресечения изменит, или что-то произойдет, или какое-то ходатайство будет исполнено следствием, на все это вам приходили отказы. Я понимаю, какое профессиональное выгорание это может вызвать, но тем не менее вы не опускали руки и вселяли в нас оптимизм все это время. Спасибо вам за это. Ну и как? И в последнюю очередь, я надеюсь, что я никого не забыла. Смерть передаст. Мне хочется поблагодарить сегодня тех своих товарищей, которые сегодня со мной. Друзей по несчастью, а может быть и по счастью. Кто его знает, чем это обернется в будущем. Они стали для меня отцами и братьями. Их присутствие придавало мне силы, чтобы достойно перенести испытания, выпавшие нам всем по воле Всевышнего. Благодаря им я чувствовала себя свободнее. И я хочу упомянуть не только тех, кто сегодня сейчас со мной в этой клетке, но и всех ребят, которые проходили по этому делу. Они все как один тоже оказывали свою поддержку. Несмотря на то, что я занималась этой тематикой репрессий, но мне никогда не могло прийти в голову, что я сама доживу до того времени, когда я стану политзаключенной, что меня настигнет. Ну, вышло вот так вот. Как-то так, я оказалась не права. И поэтому в любом случае нельзя опускать руки. Все течет, все меняется. И это изменится тоже. И есть один мой любимый аят из Корана, из сура Аль-Инширах. За каждой тяжестью приходит облегчение. Воистину. И я уверена, что это будет так. За каждой тяжестью придет облегчение для нас и для всех людей в Ингушетии, и для всего российского народа. Спасибо всем. Спасибо, что меня слушали.